Талантливый и амбициозный 10-й юбилейный молодежный форум «Машук» собрал более 3000 участников со всего Северного Кавказа. Из Ингушетии для участия в слете было подано 412 заявок. Это в 2 раза больше, чем квота, предоставленная республике. Поэтому все проекты проходили тщательный отбор. С конкурсантами проводились встречи с федеральными экспертами. И, наконец, сюда были допущены только лучшие 240 делегатов. На первую смену приехали 80 участников от нашей республики. Все машуковцы размещены вот в таких зеленых палатках. Импровизированный городок сейчас напоминает Ули. Здесь молодость бьет ключом. Пока одни готовятся к торжественному открытию форума, другие корпят над своим проектом, вносят последние штрихи. Назир Халухоев всерьез обеспокоен распространением в регионе ВИЧ-инфекции. Официальное число заразившихся 1275 человек. Неофициальное придется умножить на 3, поскольку некоторые даже не подозревают о своем заболевании. Многие не хотят проходить обследование, боясь какой-то огласки. Но Назир Халухоев придумал решение. Благодаря его проекту «Стоп ВИЧ» проверку можно будет проходить с помощью специальных тестеров, тем самым на ранних стадиях обнаружить и задержать болезнь. Перед тем, как они будут участвовать в ВИЧ-тестировании, они пройдут консультацию до тестовой и после тестовой консультации. И все анонимно, да? Все анонимно. Так как ВИЧ-инфекция – это такая коварная болезнь, у этой болезни есть период окна. До полгода ВИЧ-инфекция не может никак выявиться в организме. Вот. Я буду использовать такие ВИЧ-тестеры, буду проводить профилактические мероприятия в школах, вузах, СУЗах Республики Ингушетия. Среди участников и настоящие профи проектирования. Адам Калиматов, борец за экологию. В прошлом году свой проект «Школа ресайклинга» он презентовал лично президенту страны. Адам Калиматов вместе со своими друзьями придумал оборудование, которое может перерабатывать пластик в желаемые предметы. Согласно идее активистов локальных мастерских, пластик измельчается, нагревается и производятся простые и практичные вещи, такие как декор, светильники, контейнеры для хранения, сортировки и не только. Подарив президенту таким образом планшет, автор предложил внедрить подобные проекты в российские школы. Экологического часов, в котором они могли бы больше просвещаться, получать экологическую культуру, в котором они могли бы получать дополнительное образование о раздельном сборе мусора. Хотели бы узнать, как вы относитесь с такой небольшой инициативой? Это хорошее направление деятельности, очень важное, полезное. Вопрос только в том, что это все должно быть сопоставимо с другими обязательными предметами. Это должны решать специалисты на уровне школы, на уровне республики. На панельной дискуссии «Экология», задав лучший вопрос министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину, в первый же день форума Адам в подарок получил мяч, переработанный из пластиковых бутылок. В этом году он хочет продолжить взятый курс по очистке окружающей среды. После успешной защиты и старта школы ресайклинга ему стали поступать звонки со всей страны с просьбой рассказать про мастерскую, методику и нюансы сбора сырья. Так появилась новая идея проекта – открыть в Ингушетии первый экологический центр образования стоимостью примерно 3,5 миллионов рублей. На базе Ингушского государственного университета Центр образования, в свою очередь, включает 3 целевые группы. Первая целевая группа – это, естественно, школьники. Мы ездим по нашим школам, выявляем наиболее активных и экологически ответственных личностей. После того, как мы их выявляем, мы проводим с ними ряд тренингов, семинаров по формированию у них навыков экологических активистов, чтобы они могли на низах, то есть в школах, сделать свои экологические отряды. Потом, чтобы у них были, так сказать, помощники, да, мы будем проводить отдельное мероприятие для заучи по воспитательной части, будет проводиться отдельная образовательная программа. В этом году Машук возьмет курс на мегапроекты. Они должны быть востребованы во всех регионах Северного Кавказа. Из всех активистов форума грант смогут выиграть только лучшие. Однако Машук — это не просто возможность получить деньги. Это общение, обмен культурами, дух соперничества и просто центр притяжения талантливой молодежи. На форум «Машук» я приехала уже 2-й раз, и с каждым годом форум все насыщеннее и ярче, больше площадок и больше всего интересного. И в прошлом году я выиграла проект, и в этом году собираюсь защитить свой проект. «Машук», в общем, впечатляющий в этом году. Очень приятно, что учтены нюансы прошлого года. Я представлена кандидаткой на «Мисс Машук 2019» от нашей республики. Надеюсь, что смогу завоевать этот титул. Волнуешься ли ты, как ты готовишься? Да, конечно, я волнуюсь. Сейчас мы готовим творческую часть. В дальнейшем вы, наверное, увидите все, что будет.
Машук проходит под лозунгом «Про Россию, про тебя». Сотни проектов и идей. Все они касаются сферы здравоохранения, образования, социальной сферы и межнациональных отношений. Ингушские активисты уже расставили акценты. На данном форуме наши ребята будут представлять проекты разных направлений. В основном это спорт, туризм, экология. Также наши проекты подготовились к спортивным мероприятиям и культурным мероприятиям. Культурное мероприятие, имеется в виду, 13 числа у нас будет день СКФО, где наши ребята будут показывать наши номера по направлению национальный танец, парный танец, национальная песня и стихотворение на родном языке Лермонтова. Также наши ребята будут работать по спортивным площадкам. В основном это площадки волейбол, баскетбол, ну и настольный теннис для девушек, для парней. В прошлом году было чуть меньше участников, чем в этом. Участники воодушевлены различными проблемами, из чего уже исходит инициатива создать какие-то определенные проекты по тем или иным направлениям. В торжественной церемонии открытия, которая состоялась на главной площадке лагеря, приняли участие полпред президента России в СКФО, министр природных ресурсов и экологии России, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, губернатор Ставропольского края, референт управления президента России по общественным проектам и депутаты Госдумы. Первым к участникам форума с приветственным адресом от президента обратился Александр Матовников. Приветствую вас и поздравляю с открытием молодежного форума «Машук-2019». За прошедшие десятилетия ваш проект стал настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодежи из многих российских регионов и зарубежных стран. С каждым годом он вовлекает в свою орбиту все большее число участников, организует для них разнообразные содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек. Уверен, что дни, проведенные вами на Ставрополье, будут наполнены творчеством и созиданием, дружеским общением и встречами с интересными собеседниками, представителями органов власти, общественных организаций, бизнеса, спорта, СМИ. И, конечно, вы сможете замечательно отдохнуть и познакомиться с самобытной культурой, обычаями и традициями народов Северного Кавказа. Желаю вам ярких впечатлений и успехов. Владимир Путин. И, конечно же, мы уже говорили, я говорю 3-4, мы говорим, это Машук. 3-4. И 3-4 это Кавказ. 3-4. Счастья вам! Только вперед! От лица правительства Российской Федерации от себя лично поздравить вас с 10-м юбилейным молодежным форумом «Машук». Для меня большая честь сегодня находиться вместе с вами. Я первый раз на этом молодежном форуме. И спасибо за то, что у нас такая хорошая, добрая, открытая молодежь, которая задает в том числе очень даже непростые вопросы. Хочу пожелать вам всем творческих успехов. Пусть ваши планы воплотятся в жизнь. А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы вы жили в свободной стране и гордились нашей страной Россия. Привет, Машук! Дай Бог, это будет последняя неприятность на Машуке, вот этот дождь, который сегодня пошел. Ну и самое главное, самореализовывайтесь. А мы вам в этом будем помогать. Вперед, Машук! Песни, танцы, живая музыка и самые искренние эмоции, которые порой зашкаливают. Все это любимый всеми Машук. Я впервые на этом форуме. Этот форум просто потрясающий. Он вдохновляет на создание новых проектов, позволяет реализовать их в жизнь и принести пользу нашему миру, нашей стране и нашему краю. А как вам концерт вообще? Если честно, я немного опоздала на концерт, но это очень классно, много потрясающих эмоций, мне очень нравится. Впервые за всю историю форума он будет работать в 3 смены. Грантовый фонд конкурса в этом году превысил 100 миллионов рублей. Машук 2019 будет работать до 30 августа. Даже дождь не может сегодня омрачить такой праздник. 10-й юбилейный форум Машук официально открыт. Сотни людей, дождевики, санты, все собрались на открытие этого праздника. Молодежный форум Машук продлится целую неделю. В течение этого времени ребята будут готовить свои проекты вместе с федеральными и региональными экспертами. И только лучшие
лучшие из них смогут получить грант. А сейчас время салюта.